Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный указом президента страны. Как говорится в документе, дата вводится в календарь в целях повышения роли и значения Института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Насколько сегодня роль местной власти значима и близка для населения, мы обсудим с гостем студии. Это исполнительный директор Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия Петр Черемкин. Петр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Органы местного самоуправления за последние годы претерпели серьезные испытания, прошли проверку временем, прошли проверку доверием населения, и можно с уверенностью говорить, что власть сейчас у нас народная. Но если оглянуться назад, какие были особенности становления органов местного самоуправления в нашей республике? Как вы сказали, 10 июня 2012 года президент страны 21 апреля издал указ, и с 21 апреля уже Российская Федерация 7-й раз отмечает данное, данное событие. Но данный день, почему именно выбрано 21 апреля, это 21 апреля 1785 году Екатерина II подписала указ жалобную грамоту городам Российской империи. Весьма символично, да? Но у нас можно считать, что местное самоуправление берет начало с 29 декабря 2002 года, когда избрались главы районов улусов и впервые представители органа этих же районов, городов и улусов. Но с той поры прошло, конечно, 16 лет, муниципальная власть окрепла, возмужала. Естественно, очень много было принято нормативно-правовых актов, очень много законов. Считайте, что Республика Саха-Якутия с того момента уже более 100 законов приняла в пользу развития местного самоуправления. Мы работаем в тесном контакте с главой Республики Саха-Якутия, Государственным собранием Ултумен, естественно, правительством Республики Саха-Якутия. Было принято правительство Республики Саха-Якутия за этот прошедший период две республиканские программы по государственной поддержке развития местного самоуправления. Это о многом говорит. Сегодня мы насчитываем 445 поселений в Республике Саха-Якутия, также 34 районов и 2 городских округа. Это поселок Жатай и город Якутск. Но суть местного самоуправления – это участие самого населения в решении вопросов и проблем местного значения. Насколько, на ваш взгляд, именно население республики после того, как появились органы местного самоуправления, научилось участвовать в жизни своих населенных пунктов и умеет взаимодействовать именно с властью? Население очень активно включилось в это мероприятие, да? Вы знаете, сейчас у нас очень много институтов, например, территориальные органы местного самоуправления. В республике их насчитывается более 1200 штук. Из них только 15 прошли Министерство юстиции по Республике Саха-Якутия и государственную юридическую регистрацию. И проводятся всевозможные конкурсы. Например, по прошлому году по республике был проведен конкурс на лучшую организацию местного самоуправления ТОСов, так называемых ТОЛьбе, где победителем вышел Сунтарский район, второе место Чероптинский, второе место Горный район и третье место Чероптинский. Не отделены вниманием также северная группа районов, где первое место занял Верхнеколымский улус и второе Наварский район. Население очень активно включается. Прежде чем принять бюджет на следующий год, в обязательном порядке проводятся публичные слушания, куда могут участвовать все граждане поселения или населенного пункта. У нас есть также идут программа поддержки местных инициатив. Это уже второй год и третий год практикуется. Это очень хорошая, инициатива. Там не только бюджет 3 уровней задействован, но и само население тоже вкладывает свои денежные средства в виде сбережения. На эти деньги отпускаются на оформление тех или иных мероприятий, а большей части идут на благоустройство сел и городов. Местная власть – это самая близкая, скажем так, власть к народу. И именно на местную власть возлагаются очень большие надежды и большая ответственность за создание качественной и комфортной жизни в городах и селах. И хватает ли у местной власти полномочий, чтобы сделать жизнь жителей лучше? Полномочий, конечно, гораздо больше, чем для выполнения мероприятий
полномочий финансовые средства. Я, конечно, в свое время проработал главой района, знаю, о чем я говорю. Естественно, в сельских поселениях 308 полномочий, около 40 полномочий у администрации районов городов. Ну и сами знаете, полномочия также передаются в виде законов Республики Саха-Якутия. В прошлом году только было принято законов 18 по нашему парламенту нашей республики. И позапрошлом году было принято 118 законов. Ага. Но еще дополнительно выдаются государственные полномочия на ведение сельскохозяйственного производства. Это очень ответственное мероприятие. Также муниципал выполняет функции государственных нотариусов в отдельных поселениях, функции архивного дела. Иногда даже доходит дело до того, что даже функции иногда выполняет ЗАГСа. Вот. Полномочия еще дополнительно нам выделяются по общероссийскому движению «Моя Якутия» в 21 веке, это как так называемые «добрые дела». Вот. Конкурс участвуют все, как без исключения поселения, и победители, как бы сказать, находятся, и, естественно, выделяется из республиканского бюджета при активном финансировании со стороны муниципалитета. Полномочий много. И как это выполняется, интересно, это очень даже прослеживается. Полномочия выполняются, и тем не менее идут на выполнение тех задач, которые поставлены в 131 ФЗ о общих началах, об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. То есть полномочий на самом деле очень много, но не всегда, может быть, хватает на них каких-то финансовых средств. Да, ну для средств. этого как бы компенсация проводится и Республикой Саха-Якутия, и федеральными властями. Очень много конкурсов. Я хочу подчеркнуть, что по прошлому году, по 2018 году, только Мирнинский район стал победителем в одной из номинаций в общероссийском конкурсе. Поселок Жатай также вышел победителем в общереспубликанском конкурсе. А вот город Олекминск вообще по благоустройству малых и средних городов тоже заняла первое место и выиграла грант на 30 миллионов рублей. То есть за победу в таких муниципальных конкурсах образование получают серьезное вливание. Да, и грантовая политика у нас очень сильно развита по предпринимательству, по, например, начинающим фермерам касаемо сельскохозяйства. То есть нужен только подход и творческая фантазия муниципалитетов. Но вот вы упомянули о том, что в реализации местного самоуправления очень помогают законы, в том числе и федеральные. Но вот законотворческая деятельность, которая регулирует деятельность органов местного самоуправления, является одной из самых часто меняющихся в стране. Успевают ли муниципалитеты за этими изменениями? Помогает ли это или наоборот где-то мешает? Ну, 131 закон, вы правильно заметили, очень изменяющийся закон. Если мне память не изменяет, то с момента принятия закона принято другими законами 158 раз. Вот. Изменения, поправки, дополнения. Естественно, надзорные органы в лице прокуратуры республики, прокуратуры на местах нас сильно контролировали в свое время, контролируют, и мы обязаны были, как сказать, уставы привести в соответствие с федеральным законодательством. Это, конечно, очень рутинная работа, много времени занимает, но тем не менее закон есть закон, надо выполнять. А вот муниципалитеты каким-то образом инициативы по внесению изменений в этот закон вносят? Да, но, как правило, мы подаем за свои видения, свои, как бы сказать, инициативы Государственное собрание Тюмень, и Государственное собрание Тюмень на основании этого инициирует, как бы сказать, законопроект. Месяц назад Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о муниципальных округах. Этот законопроект подразумевает, что 3 или более муниципальных образований могут объединяться в одно. И нет ли в этой инициативе того, что местная власть станет чуть дальше от населения за счет вот этого укрупнения? Есть ли плюсы у этого законопроекта или, может быть, какие-то минусы? Ну, есть такое опасение, конечно, что законопроект был принят только в первом чтении. Когда будет в окончательном варианте будет приниматься, пока еще неизвестно, но тем не менее наши соседи, например, в Магаданской области на уровне поселенческом уровне, да, муниципальное образование уже, как бы сказать, ликвидировали. Там организованы городские округа, вот муниципальные округа, городские округа. Но, тем не менее, наша республика, она обширна, и территориальная разобщенность, она очень такая громадная, будем так говорить, да. Шутка ли, там 3 с лишним миллиона квадратных километров наша площадь нашей республики.
Поэтому я думаю, что и за эти 16 лет становления органов местного самоуправления фактически все административно-территориальные вопросы решены. И вряд ли найдется 3 населенных пункта, которые не являются муниципальным образованием. Ну и потом еще переходный период из данного закона, если даже он принят будет, да, то до 1 января 2025 года есть так называемый переходный период. Но кроме федеральных законов, которые регулируют деятельность органов местного самоуправления, какие законопроекты республиканские, регулирующие эту деятельность, уже приняты и планируются к принятию в нашей республике? Да, Совет муниципального образования, да и сами муниципалитеты в этом тесном контакте работают с Государственным собранием Ултумен. Я уже сказал, что первое становление местного самоуправления Республики Саха-Якутия, да, было принято 104 законов. Вот. В прошлом году было в Ултумене было 14 законов принято, а в 2017 году было 18 законов принято. Вот. Все они направлены на взаимодействие с органами государственной власти, на дальнейшее развитие органов местного самоуправления. Вот по примеру скажу, что есть ряд населенных пунктов на уровне поселений, да, которые сфинансировали, организовывали сельские сходы, и само население отказывалось, допустим, употреблять или продажу алкогольных напитков. Вот этим они подавали свою, как сказать, инициативу в Госсобрании Ултумен. Естественно, это принималось и выходит в виде законов. Такая практика у нас есть. И, видимо, в дальнейшем также будет идти. Недавно прошел съезд глав муниципальных образований. Какие-то интересные резолюции на нем были приняты, которые вот в ближайшее время будут воплощены в жизнь? Да, конечно, была принята резолюция, состоящая более 20 пунктов. Там отражены все проблемы, чаяния. Мы учли при составлении данной резолюции выступления от муниципалов, будет это поселение, будет это город или район. И учли, конечно, и все предложения, которые поступили в адрес съезда. Да, по итогам съезда мы планируем выпустить книгу. Книга должна быть рабочая, читабельная. Думаю, что многие почерпнут из этой книги по итогам 8-го съезда для себя практического опыта. Петр Николаевич, огромное спасибо вам за беседу. Спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» о местном самоуправлении. Мы говорили сегодня с гостем нашей студии, исполнительным директором Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия Петром Черемкиным. До встречи в эфире.